связи с трагическим происшествием в Инте, унесшим жизнь школьницы, с 22 по 24 января в городе работали эксперты в области психологии Государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми Республиканский центр образования. На платформе гимназии номер 3 Светлана Афанасьева, заведующий Центром психолого-педагогической помощи, и Евгения Бихерт, педагог-психолог службы экстренной психолого-педагогической помощи, организовали и провели специальные мероприятия, направленные на обеспечение комплексной психологической поддержки всем участникам образовательного процесса. В Инту мы приехали по просьбе Министерства образования, по просьбе Олега Александровича Холопова в связи с тем событием, которое произошло в Инте. К сожалению, это печальное событие, да. И многие педагоги, многие дети, многие родители на сегодня растеряны и не знают, как быть в этой ситуации, как вообще сложившуюся ситуацию пережить эмоционально и помочь пережить ее нашим ребятам, конечно же. Программа специалистов включала индивидуальные встречи с детьми, работу с родителями и практический семинар для педагогов. Привезли хороший такой метод работы с психотравмой, это кинотерапия, и привезли для них семинар-практикум по работе со стрессом и со стрессовым состоянием. Будем давать практические методы приема, как справиться с депрессией, как справиться с панической атакой, если у ребенка она началась. Учителя общеобразовательных учреждений города получили уникальную возможность расширить свои знания о психологических особенностях современных детей. Дети наши очень эмоциональные, очень чувственные. И с ними на сегодняшний день нужно общаться как-то по-другому. И очень часто мне родители говорят: ну что вы, ну со мной мама не нянчилась, уроков не делала, мы точно так же во дворе гуляли, приходили, и все у нас было хорошо. А тут они что-то у нас какие-то депрессивные стали. Все это ерунда. Да? Есть такое, есть. К моему великому сожалению. Но и наши дети действительно сегодня другие. И я в первую очередь говорю: скажите, пожалуйста, а в ваше время был телефон? Был интернет? Нет. Не было столько информации, сколько сейчас идет на мозг нашего ребенка. И к моему великому сожалению, мозг порой не справляется. Это проблема мозга сегодняшнего ребенка. В рамках практического семинара «Кинотерапия как инструмент практической помощи» интинские педагоги освоили новую методику работы, которая основана на анализе киноматериалов через просмотр и обсуждение. Эксперты продемонстрировали применение методики на примере фрагментов фильма «Слово пацана». Фильмы помогают человеку лучше понять свои чувства, переживания и конфликтные обстоятельства через сопереживание героям и анализа собственных жизненных ситуаций. Кинотерапию с правильно подобранными фильмами и активным обсуждением возможно проводить и дома. Специалисты-психологи особо выделяют такие картины, как «Белый бим, черное ухо», «Летят журавли». Самое важное – после погружения в фильм провести анализ увиденного. Обсуждение – это ключевой этап кинотерапии, который позволяет превратить пассивный просмотр фильма в активную работу с эмоциями и внутренними переживаниями. Когда мы просматриваем фильм, мы как будто бы со стороны примеряем себя к какому-либо герою, к его привычкам, к его действиям. И в дальнейшем мы смотрим, что с ним происходит. И очень важно, чтобы наши педагоги умело могли вывести детей из фильма и разговаривали с ним. К моему великому сожалению, когда мы дома смотрим мультфильм, фильм, мы потом не общаемся с ребенком. И вот, например, яркий пример. Приходит семья на консультацию с 3-летним ребенком. И мама описывает поведение девочки деструктивное, да? И я спрашивала: а вы что, смотрите «Машу и медведь»? Она говорит: да, это любимый мультик. Потому что мама описывает поведение один в один Машеньки. Но при этом мама не объяснила, как хорошо и как плохо. Где Мишке больно,
а где Мишке приятно, как Маша с ним общается. То есть мы не разговариваем. После просмотра любого фильма, после просмотра мультфильма наша родительская задача разговаривать. И тогда наши дети будут иметь модели поведения разные. И у них в арсенале будет, а как я могу тут, и какие последствия за этим последуют, а как я могу поступить здесь, и что тут будет дальше. Поэтому вот именно этот метод, он полезен в накоплении моделей поведения. Детская душа подобна тончайшему хрусталю, невероятно чувствительна и уязвима. Эта природная хрупкость делает подрастающее поколение беззащитными перед натиском стремительного, порой беспощадного мира, где стресс подстерегает на каждом шагу, от перемен в привычной жизни и потока информации до трагических событий. Напряжение у детей может быть вызвано не только тяжелыми ситуациями, но и даже радостными событиями. Стресс по своей сути является реакцией организма на изменение привычной реальности и требует адаптации к новым условиям. У нас есть эустресс и дистресс. То есть стресс хороший, феномен такой нашей психики, что даже в сильной радости мы можем испытывать стресс. И стресс плохой, который влияет на именно психику, на подавляющее ее воздействует. Это симптомы, что может быть? Может быть депрессивное состояние. Ребенок уходит в себя, молчит, ни с кем не хочет разговаривать. Это первый симптом такой яркий. Может нарушиться сон, может отказываться от еды, может быть проявление энуреза, энкапреза, на это тоже надо обращать внимание. Частая и сильная плаксивость, это тоже как симптом стресса. Паническая атака, то есть когда ребенок начинает задыхаться. И, конечно же, на каждый симптом стресса есть определенное воздействие. Где-то медикаментозные, надо разговаривать с врачами, а где-то есть психологическое, где может сделать сам психолог. И вот здесь как раз в эти моменты мы уже используем разные терапийные техники. И песочную терапию, и арт-терапию, и кинотерапию, и терапию, сказкотерапию, библиотерапию и так далее. У нас много методов работы. Также хорошо первые симптомы у нас снимают дыхательные техники, где мы учим правильно дышать, дышать по квадрату, дышать на счет. Если говорить об выходе стресса как агрессии, там уже другие технологии, там уже технологии работы со злостью, с агрессией. Дети не всегда осознают наличие у себя психологических трудностей. Страх, непонимание важности профессиональной помощи или укоренившиеся стереотипы о психологах могут приводить к избеганию ими консультации со специалистами. Если ребенок отказывается от консультации с психологом, не надо его заставлять. Это самый первый шаг. Но при этом родителю надо очень много разговаривать. Разговаривать с ребенком, объяснять, говорить, что психолог – это не значит, что ты псих. Это значит о том, что есть что-то на душе, что можно рассказать специалисту, который порекомендует тебе, чтобы облегчить душу и облегчить твое состояние. Также родителям, конечно же, очень хочется, чтобы дома вели душевные разговоры о том, что чувствует ребенок, что чувствует сам родитель, потому что дети, как правило, о чувствах сейчас не говорят. Детей спросишь, они говорят: не знаем, что чувствуем. Да мы порой взрослые не можем объяснить, что мы внутри чувствуем. Что-то есть, а что это такое, объяснить не можем. Поэтому вот о всем этом нужно дома разговаривать. Еще один момент. Обязательно каждый родитель в каждой семье сесть за стол, попить теплый, сладкий чай с какой-то вкусняшкой, да, чтобы вот эта вот близость родительская сохранялась. Ну и еще одна рекомендация – это много обнимать детей. У нас подростки ершистые ежики, которые порой не дают обнимать себя, и родители зачастую говорят: ну он уже взрослый, как-то уже неудобно, его некомфортно обнимать. Не можем обнимать, хотя бы изредка погладить по руке, похлопать по плечу. А вообще на самом деле сегодня психологи, специалисты утверждают, что 8 поглаживаний в день от макушка до копчика стимулирует мозговую деятельность, потому что у нас в позвоночном столбе собраны нервные окончания, да,
И для этого мы успокаиваем и психику, и стимулируем мозг. Поэтому нужно обнимать, нужно гладить как можно чаще своего ребенка и разговаривать. На формирующуюся психику ребенка негативно влияют не только стрессовые ситуации, но и другие факторы, например, чрезмерное увлечение гаджетами. Ограничить и отобрать гаджеты сегодня не можем. У нас все на интернете, у нас все на гаджетах. Все общение ребят сегодня сводится к тому, что они очень много общаются в сети интернет. И по сути, если мы отбираем телефон, мы наказываем его не нахождением в телефоне, а общением с друзьями. А, например, в подростковом возрасте общение с друзьями – это ведущая деятельность. Поэтому мы не рекомендуем отбирать. Мы рекомендуем, особенно начиная с младших классов, телефон сделать как средство поощрения. То есть, смотри, я тебе дам поиграть после того, как ты выполнишь уроки. И когда ребенок привыкает уже с самого маленького возраста, что телефон ему достается на какое-то определенное время и как средство поощрения, тогда ему уже в подростковом возрасте легче этим владеть и общаться таким образом. Еще один момент – занимать детей. То есть дети сидят в телефоне, потому что у них нет никакого другого занятия. Если ребенок занимается спортом, то понятно, что те 2 часа, которые он находится на тренировке, он уже не будет сидеть в телефоне. Поэтому наша родительская функция – занять как можно больше наших детей интересным для них делом. Ну и, конечно же, сегодня психиатры, врачи бьют тревогу о том, что если ребенок дольше 3 часов находится в телефоне, формируется зависимое поведение, а это уже заболевание. Поэтому на это надо обращать внимание. Занимать. Специалисты Центра образования готовы оказать квалифицированную психологическую помощь жителям НТ без необходимости выезда в Сыктывкар. Мы понимаем, что сегодня в Республике Коми не везде есть специалисты-психологи, и на самом деле в республике в системе образования есть большой спектр, куда родители и дети, и педагоги могли бы обратиться. Ну, первое, конечно же, можно обратиться в наш сайт, на сайт и в наш центр. К нам позвонить на рабочую линию, и будет назначено время, когда психолог сможет проконсультировать. Второй вариант. Сегодня в республике работает и действует цифровой психолог. И любой родитель может записаться на платформе госуслуги и попасть к психологам республики. Еще один вариант. У нас есть, конечно, в районах мало специалистов и по заиканию, мало специалистов по логопедов, да, по развитию речи. У нас есть республиканский ПМПК. Они тоже оказывают консультативную помощь. И мы, конечно же, дадим все телефоны, оставим в городе Инта, для того, чтобы люди могли обращаться. Также у нас есть уникальная возможность обратиться в республиканскую психиатрическую больницу, если таковая необходимость у людей имеется. Потому что у детей бывают и деструктивные срывы, и бывают депрессивные состояния. Поэтому как выйти из этих состояний, врачи могут подсказать. Тоже работает круглосуточный телефон доверия.